Дне. Ушел из жизни талантливый музыкант, учитель и заслуженный артист Республики Тыва Тимур Дулуш. Эта новость стала настоящим ударом для близких и друзей музыканта. Да что там, вместе с ними скорбит вся Тува. Тимур Дулуш был невероятно трудолюбивым и многосторонним человеком. Он инициировал возрождение конного духового оркестра, лауреат всемирных, международных, всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов. Человек с большой буквы этого слова. Как сказал глава региона Шалбан Караул, он был у нас один. Тимур Дулуш ушел из жизни 23 июля. Неожиданно и скоропостижно. Чуткий музыкант и блистательный дирижер. Даже его имя звучит мелодично. Тимур Дулуш – человек слова, человек дела. Он был создателем духового оркестра, который в последующем стал настоящим брендом и визитной карточкой Республики Тыва, победителем и лауреатом огромного количества конкурсов и фестивалей. По словам коллег, еще в начале 2008 года Тимур поставил себе цель – достичь международных вершин, прославить оркестр за пределами республики, чего в последующем и добился. Удивительный человек, который отдается своей работе на 100%. Когда нужно, строгий и всегда добрый и чуткий наставник. О нем нельзя говорить в прошедшем времени. Он останется с нами навсегда. Пока будет играть духовой оркестр, он будет жить, говорят музыканты. Ребята все в училище искусств, тогда училище был, поступили с разных районов ребята, которые... И он всех собрал в одну кучу в оркестр, сделал духовой оркестр. Он также руководил не только вот по специальностям, да, он во всех отраслях как бы ответственный. Он как бы отвечал за всех. Он великий был человек. Не жалея сил и времени, он отдавал всего себя музыке. Создание духового оркестра, а в последующем возрождение конного духового оркестра – работа не из легких. Но он это сделал. Тимур Дулуш настоял на том, чтобы молодые музыканты получили высшее образование, стали настоящими профессионалами своего дела. Был серьезный, но в то же время добрый. Мы иногда боялись его и уважали. С самого начала и до нынешнего времени таким остался. Он всегда шел ради музыки, всех нас за собой тянул. Кроме того, Тимур Дулуш последние 5 лет трудился на посту директора Республиканской школы искусств. Воспитывая новые таланты, он передавал свои знания и опыт. Учил детей даже таким мелочам, как жить в интернате и общаться с ровесниками. В общем, он следил за здоровьем детей. Он очень наказывал. Раз мы детей приняли, мы за них ответственны. От каждого требовал такого отношения, чтобы мы свое дело любили. Мы, конечно, очень скорбим. Нам его очень долго-долго будет не хватать. Его не будет не хватать не только нашей школе. У него столько друзей в мире. За время работы Тимура Дулуша в школе искусств ее воспитанники стали обладателями многочисленных наград, как в России, так и за ее пределами. Он поднял школу с республиканского уровня до международного, говорят коллеги. Школа наша стала победителем 50 образовательных учреждений России. И такая школа необыкновенная, не похожая ни на какую другую школу. Всего 2. Это в Санкт-Петербурге. Потому что когда нужно утверждать документы, получать там финансы, все такое, главное же это документация. Все должно быть по закону об образовании, по закону Министерства культуры нашей республики и Российской Федерации. И чтобы вот это делать, сколько всего перелопатили мы,
Вот он вообще вот днями, ночами не спит, когда что-то надо сделать. Благодаря своему трудолюбию, преданности музыке, большой ответственности и, самое главное, чувству долга и патриотизма, духовой оркестр прогремел на всю страну. Однако его руководитель был скромным, не любил быть в центре внимания, просто делал свою работу. Он не так уж часто мелькал в средствах массовой информации, но при этом, что я всегда отмечал, мне всегда было с Тимуром очень интересно общаться. Вот такая банальная вещь, он очень глубокий был. Молчун такой, да, а вот скажет такую вещь, и ты сразу понимаешь, что он тему-то знает, он матчасть освоил как никто. И он очень требовательный был к журналистам, потому что он не терпел поверхностных таких вот сходу каких-то вопросов. С ним, чтобы общаться нужно было немножко матчасть-то изучить, копнуть. Вот. Но с ним всегда было интересно, потому что если ты понял, что ты хочешь от него, он тоже это поймет, и он ответит, и расскажет все, и объяснит лучше, чем кто-либо другой. Музыкант с большой буквы, который никогда не гнался за славой. Он просто создавал и требовал от своих коллег такого же отношения к музыке, как к воспитанию детей. Тимур Дулуш ушел скоропостижно. Ему было всего лишь 50 лет. Как сказал глава региона Шалбан Караул, Тува осиротела. Он был во многом сподвижником и пионером. Мне нравились его масштабность и фундаментальность подходов. Прежде всего, он начинал с обучения своих ребят высшему образованию, а потом были и поездки, радость творчества с мэтрами искусства, вплоть до фестиваля оркестров фанфары Центра Азии. Он был у нас один. Мои соболезнования всему народу Тувы, близким и родным. Казалось бы, только он блистал на сцене со своим коллективом на гала-концерте Международного фестиваля живой музыки и веры Устахуре, где был еще и режиссером. А сегодня духовой оркестр республики репетирует без него. Однако незримое присутствие маэстро в каждой ноте, в каждом звуке Тимура Дулуша не стало в реальной жизни, но он навсегда будет жить в музыке. Анастасия Масло, Чинчи Самбугай, Рысхвалык, телекомпания «Новый век».